Итоги 2024 года подводим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям фракции ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Подводим итоги 2024-го? В целом, да. С какими результатами подходит именно партия к завершению уходящего года? Я уже об этом неоднократно говорил, и в целом многие люди об этом знают. Многие связывали трагический уход лидера и основателя партии ЛДПР, который в этом году исполнилось 35 лет. Мы старейшая партия в истории современной России. И многие люди связывали уход из жизни Владимира Вольфовича с уходом и партии ЛДПР политической арены страны. Но, к счастью, многих наших граждан этого не произошло. Партия ЛДПР по-прежнему продолжает защищать их законные права и интересы. И количество членов партии увеличивается. Вот буквально проходили мероприятия юбилейные на ВДНХ. Выставка, посвященная ЛДПР, которую посетили 40 тысяч человек. Секундочку, это очень много на самом деле. И за один день было принято в партию 1066 человек. Этот рекорд вошел в книгу рекордов России, собственно говоря, и был запротоколирован там. Поэтому партия укрепляется только, за что надо сказать большое спасибо Леониду Эдуардовичу Слуцкому. Ему удалось, можно сказать, невозможное, потому что Владимира Вольфовича заменить очень сложно. Это незаменимый человек, но мы достаточно эффективно, я считаю, продолжаем его дело. Ну и, собственно говоря, наше положение, то есть те проценты, которые мы получаем, и это отметил Сергей Владимирович Кириенко, который приехал и поприветствовал нас от имени президента, ну и сказал несколько слов от себя и назвал нас второй партией в России. Пожелал нам успехов. Ну а вторая партия в России — это первая среди оппозиционных партий. Понятно, что останавливаться нельзя. И я уверен, что через какое-то время мы можем стать даже первой партией в России. Но на сегодняшний день мы занимаем второе место. И это радует, потому что до этого мы все-таки твердо стояли на третьем месте. И это заслуга как раз нового председателя партии, ну и всей нашей большой команды ЛДПР. Ну и, собственно говоря, сейчас есть задача довести количество членов партии до 700 тысяч человек. И я считаю, что это вполне выполнимая задача. Мы, кстати, приняли в партию в ходе этих мероприятий юбилейных очень известного человека, замечательного нашего артиста, певца, исполнителя Григория Лепса. Ну и, собственно говоря, вот он был беспартийным и связал свою судьбу сейчас с партией ЛДПР, что тоже, я считаю, позитивно отразится на имидже партии. Ну и в целом, конечно, работа в Государственной Думе партии, она очень эффективна. У нас действует законотворческий совет при партии, который возглавляет Сергей Дмитриевич Леонов, не так давно ставший председателем комитета по здравоохранению. Кстати, комитет вернулся вновь в лоно ЛДПР. До этого также члены партии возглавляли этот комитет: Сергей Вячеславович Калашников и, собственно говоря, Сергей Фургал, небезызвестный. Ну и сейчас Сергей Дмитриевич Леонов. И на базе этого законотворческого совета были разработаны, внесены в Государственную Думу в период осенней сессии 97 законопроектов. В частности, были законопроекты, которые были разработаны совместно с депутатами других фракций. Но в целом было принято с участием депутатов ЛДПР 25 законопроектов. Вообще идей очень много. Вы знаете, я вам уже рассказывал про иноагентов, то есть их деньги, которые получены от плодов, скажем так, интеллектуальной деятельности, отправлять на спецсчета. Был принят такой законопроект. Мы предлагали, правда, отправлять это на помощь специальной военной операции.
эти деньги. Но было принято вот иное решение, но я также стал соавтором этого законопроекта. Вот, если не ошибусь, 240 депутатов стали авторами этого законопроекта в итоге. Ну вот он был принят Государственной Думой. Большая работа была проведена в отношении, конечно, миграционной политики. В частности, вы знаете, был принят закон о запрете принимать в школу детей без знания русского языка, потому что это действительно стало большой проблемой. Если в Башкирии она так не чувствуется, то в Подмосковье это действительно огромная проблема, потому что из 30 учащихся в классе зачастую бывает 20 человек, которые толком не разговаривают на русском. И вот 10 человек, коренных, скажем так, жителей России, да, понятно, что гражданство у тех ребят может быть тоже российское, но они вынуждены вот общаться с ребятами, которые не понимают их. И это, конечно, создает сложности для процесса всего обучения и для учителей тоже. Ну вот эту проблему таким образом мы постарались решить. Понятно, что сейчас будет обкатка всего этого. Это не все так просто. Много всяких дискуссий было на этот счет. Но между тем. Ну а мы, как партия ЛДПР, мы выступили за то, чтобы запретить мигрантам привозить сюда свои семьи, которые получают здесь медобслуживание, которых мы учим за бюджетные деньги, то есть за деньги наших граждан. Но это неправильно. Такая практика присутствует в тех же самых арабских странах, если говорить про Объединенные Арабские Эмираты, то есть семьи свои они не привозят. То же самое надо реализовать и здесь. И, конечно, то есть много нареканий, вернее, много вопросов вызывала там дискуссия запрета никабов, там, хиджабов и так далее. Но я вот хотел бы посмотреть в сторону Узбекистана и Таджикистана, где, в частности, вот ношение этих хиджабов и никабов законодательно запрещено. Так же, как, впрочем, существует уголовная ответственность за многоженство. Вот, поэтому, ну, надо немножко тоже взвешивать все, балансировать, найти баланс такой между этими такими сложными вещами, которые вызывают бурю эмоций у наших граждан и такие серьезные дискуссии. Вот. Ну и вот я забыл поздравить, боюсь, что не успею поздравить наших уважаемых жителей республики с наступающим Новым годом и Рождеством. Хотелось бы, дорогие друзья, вам и вашим близким пожелать крепкого здоровья, счастья и, главное, мирного неба над головой. И не забывать про тех, кто это мирное небо нам обеспечивает. Кстати, следующий год, он обозначен президентом Российской Федерации как год защитника Отечества. Мы тоже будем проводить в связи с этим форум «Плечом к плечу». Очень эффективно работает фонд у нас «Плечом к плечу», благодаря которому мы помогаем участникам специальной военной операции, ну, то есть тем, кто обращается к нам за помощью. Ну, я в основном стараюсь помогать ребятам из Башкирии, вот, ну, за что они также благодарны. Наши депутаты тоже, Курултая, наши активисты тоже всегда открыты и стараются помочь. Вот. Что касается еще Владимира Вольфовича, вы знаете, что был подписан указ президентом Российской Федерации о праздновании 80-летия Владимира Вольфовича, которое пройдет, собственно говоря, 25 апреля 2026 года, как раз перед выборами в Государственную Думу Российской Федерации. По всей стране будут проходить мероприятия. Не так давно прошло первое заседание оргкомитета, посвященное этому событию. Вот. Мы также здесь, на территории республики, проводим турнир по настольному теннису памяти Жириновского, который будет проходить ежегодно, как раз в даты дня его рождения. Ну, там в этом году мы проводили уже, в 24-м. Он длился где-то с 24 по 27 апреля. Ну, надеемся расширить и количество участников, и количество субъектов, которые будут принимать участие вот в этом турнире. Иван в целом это как-то повлияет, я думаю, на развитие настольного тенниса в республике в целом. Вы успели поздравить
зрителей телеканала «Республики» и жителей Башкортостана. Я боюсь, что не успею задать вам второй вопрос, а не задать его не могу. Вы принимали участие в Ялтинском форуме, который прошел в столице Башкортостана, выступали на одной из площадок. Расскажите о ваших впечатлениях и с какими идеями выступали. Нет, мероприятие, безусловно, нужное, важное, потому что там были представители 35 стран, и это очень такое благостное впечатление производит у нашей республики там, за рубежом. И еще раз говорит о том, что мы не изолированы. То есть те слова Запада об изоляции России, ну, они просто здесь разбиваются о факты. Вот. Понятно, что Ялтинский экономический форум, проведенный в Башкирии, вызывает некие вопросы. Да, у нас нет моря. Да, но в силу определенных причин мы здесь вынуждены были проводить это мероприятие, в силу причин безопасности, прежде всего. Ну и я выступал, да, на одной из площадок, которая была посвящена санкциям, рассказал о работе нашего комитета, о тех антисанкционных законопроектах, законах, которые уже были приняты. Ну, чем воодушевил прям представителей и Ирана, и Индии, и Китая. Кстати, в отношении Индии также были введены санкции после ядерных испытаний, проведенных в 1998 году. И вот благодаря президенту, благодаря правительству Российской Федерации, Государственной Думе и Совету Федерации, мы, как видите, достаточно, я считаю, успешно справляемся с санкционным давлением, а санкций ведь больше 20 тысяч уже введено в отношении нашей страны. Это даже не рекорд, это какой-то суперрекорд. И у них, конечно, была попытка экономически уничтожить нас. Они этих попыток не оставляют, но несмотря на то, что у них все в руках, ну, а самое главное оружие Запада — это доллар. То есть, ну, я считаю, что мы очень эффективно, на мой взгляд, справляемся с теми вот вызовами, которые нам бросает Запад. Иван Константинович, спасибо огромное, что пришли к нам в студию, поделились своими впечатлениями, рассказали о главных мероприятиях, которые были в 2024 году. Конечно, все охватить не получилось, но об основных мы проговорили. И желаем вам успешного 2025 года. Спасибо взаимно. Всего доброго. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.